Для кого-то Новый год, день рождения, 8 марта, 23 февраля — это праздник, который многие любят пышные застолья. Но согласитесь, там, допустим, новогодние каникулы или, допустим, перед днем рождения определенный праздник, или майские, когда шашлычки, всегда хочется позволить себе больше, чем обычно. Это могут быть и обилие салатов, и, к сожалению, и алкогольные напитки. Ну а где салаты, там и майонез, сладости и так далее, и так далее. А еще любые застолья с подобным ассортиментом происходят каждый день, допустим, если длинные праздники, что могут привести к крайне печальным последствиям. О том, как сделать питание в празднике более правильным и сбалансированным, и как не заработать проблемы с желудочно-кишечным трактом, мы поговорим с нашей гостьей, главным внештатным гастроэнтерологом Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Надеждой Аввакумовой, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры факультетской терапии Северо-Восточного федерального университета. Надежда Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Какие гастроэнтерологические опасности вообще таят в себе любые праздники, которые любим мы отмечать застольями? Ну, уже было доказано, что вот разовые вот эти вот переедания с небольшим количеством алкоголя, они никакой опасности для организма не несут. А вот если ежедневные вот эти вот переедания с большим количеством алкоголя, значит, научными исследованиями было доказано, что злоупотребление алкоголем в дозе 150-200 мл ежедневно вызывает цирроз печени, значит, на протяжении от 6-12 месяцев. Поэтому, конечно, вот эти вот разовые праздники 2-3 раза, даже 1 раз в месяц никакой опасности не несут для организма. Вот многие перед определенным сезоном, ну, вот, лето, да, все пытаются похудеть заранее к лету, чтобы на пляже хорошо выглядеть. Перед Новым годом, ну, где-то у кого-то новогодние мероприятия, встречи, все тоже хотят выглядеть хорошо. А насколько вот такого рода разгрузочные диеты полезны для организма и долгий период голодания? К чему он приводит? Вот самые полезные разгрузочные дни — это короткие, конечно, да, которые не превышают 14 дней. Ну, если вы усиленно начинаете худеть с ограничением всех продуктов, да, сидите на одном продукте, то это, конечно, приносит вред организму, и затем уже в двойной мере вы набираете вес, поэтому рекомендуются небольшие вот такие вот ограничительные мероприятия по снижению веса и без каких-то сильных вот ограничений. Да. Все равно ежедневно мы должны получать определенное количество белков, углеводов, жиров и витаминов вместе с пищей. Можем ли мы говорить о какой-то правильной пищевой подготовке к мероприятиям? Ну, если ожидается застолье, свадьбы, иногда они там вообще затягиваются на 3-4 дня. Значит, обязательно, значит, продукты должны быть натуральные, вот, без никаких включений вот, консервантов, красителей. То есть нужно всегда смотреть на этикетку продуктов, да, чтобы не было там лишних вот этих и так далее, и так далее. Значит, натуральные продукты — это то, что усваивается быстро организмом. И, конечно же, такие вот застолья нужно проводить не более 1-2 дней, наверное, но никак не полмесяца и так далее. Вот у нас просто в стране, я так посчитал, вот, допустим, на 25-й и вперед годы, значит, у нас майские длинные, потом, ну, новогодние, понятно, длинные, там День России в 25-м году 4 дня будет отмечаться. Ну, понятно, что определенные стрессы для организма будут, если там все эти 4 дня интенсивно праздновать, еще и заедать это, и запивать интенсивно. Вот вы сказали про ешки и консерванты. А вот есть ли какая-то информация, какие ешки допустимые, которые являются натуральными? Ну, здесь тоже разнятся. Одни авторы пишут, что вот эти ешки вызывают, да, раковые заболевания, другие. Так что нужно вообще исключить продукты вот с ешками. Ну, желательно, да. И по перееданиям, да,
Значит, после перееданий в течение 3-4 дней, допустим, да, обязательно нужны физические нагрузки, то есть устраивать себе разгрузочные дни, то есть это физические нагрузки не менее 30 минут в день и уменьшение употребляемой пищи в 2 раза, допустим, после вот таких вот застолий. А есть ли вот какие-то правила, как необходимо сочетать пищу? Может быть, именно ингредиенты пищи, больше растительной пищи, там, где-то мясной, где-то больше белковой, углеводной. Значит, вы свой рацион должны, значит, формировать при условии, что у вас, если есть какие-то хронические заболевания, допустим, ожирение, то, конечно же, ограничиваем углеводы. Углеводы — это быстрые сахара, сахар в чистом виде, это булочки, тортики, пирожные и так далее. То же самое и при жировом гепатозе, когда печень покрывается жиром. Здесь тоже обязательно в первую очередь соблюдается диета с ограничением углеводов и с увеличением количества белка. Поэтому нужно смотреть по своему организму, по вашим хроническим заболеваниям. А вот как правильно рассчитать, сколько мне надо белков, углеводов? Ну, обычно я рекомендую своим пациентам вообще слушать свой организм, да, что хочется, то и, конечно, кушать, да, там сильно себя не ограничивать, значит, утром, допустим, это должен быть белковый завтрак, это яйца, творог, и с ограничением углеводов. В обед обязательно суп, салат, ну и вечером, конечно же, это мясо, это может быть рыба с овощами, то есть как можно меньше углеводов, полностью исключить больным сахарным диабетом, жировым гепатозом. Это фастфуд, газированные напитки, алкогольные, конечно же, да, и так далее, и так далее. А вот все-таки как питаться в течение праздников? Может, чистить организм надо как-то? Вот, очищение, вообще очищение организма нет такого, да, понятия. Вот организм, это наш такой вот сложный компьютер, который сам себя очищает. То есть не нужно там какие-то курсы проходить, да, по очищению печени, от паразитов. Все это, я считаю, неправильным и не приносит никаких результатов. Вот особенно от всяких паразитов, да, и так далее. Вот у сейчас... нас, ну, мягко сказать, людям впаривают разные технологии. Вот ваши отношения к ним? Вот, я очень негативно отношусь к таким очищениям, потому что никакому результату данные очистки не приводят. В том числе и паразитов. У нас не так много паразитов в нашем в Якутии, поэтому я считаю, что нецелесообразно. Угу. А вот, допустим, вот по поводу паразитов, да, вот они как людям пытаются внушить, что у них они есть. Они их приводят, там какую-то там ставишь ладошку, они там тебя диагностику, у тебя вот здесь вот паразит. Вот насколько такая лженаука применима? Вот, поэтому обязательно нужно обращаться к специалистам с высшим медицинским образованием, чтобы вы впустую не тратили свои средства и как бы проходили вот такие вот бесполезные мероприятия по очищению организма, от паразитов и так далее. Ну, вопрос, который мне не совсем нравится, но я его не могу не задать, потому что он связан со злоупотреблением алкогольными напитками. Ну, как мы с вами, как специалисты с высшим медицинским образованием, все-таки понимаем, что алкоголь в любой дозе вреден. И после таких застолий, злоупотреблений очень часто и преступность растет, и пациенты в больницу попадают. Но, тем не менее, часть традиции в стране есть — употребление алкоголя. Вот как это сделать так, чтобы все-таки нанести меньший вред организму? Значит, если хотите совсем уж меньше, то, конечно, это очень редкое употребление спиртных напитков. Ну и, значит, конечно же, исключить вот такие вот такие алкогольные напитки, как водка, то есть крепкие алкогольные напитки, и предпочтение отдавать все-таки вину красному, да, из винограда. Ну, нужно здесь тоже, опять же, смотреть, да, потому что очень много у нас
суррогатов алкоголя вот этого. Поэтому при покупке тоже надо на этикетке смотреть, чтобы там было написано, что это из чистого винограда, виноградников наших, с Крыма и так далее. Конечно А же. вот чтобы избежать отравления, может быть, как-то что-то заедать, там, закуску правильную использовать? Ну, во-первых, чтобы не отравиться, нужно выбрать хороший, качественный алкоголь. Во-вторых, не переусердствовать с разовым, да. Ну и третье, если уж отравление произошло, то запастись заранее энтеросорбентами. Это угольные таблетки, да, это энтеросгель, и проводить на утро очищение как бы от алкоголя. Это употреблять вот эти угольные таблетки. Если вдруг произошло похмелье, тактика действий. Ну, если уж похмелье произошло, то, конечно же, рекомендую не уходить повторно, да, и тоже проводить очистки организма вот, энтеросорбентами и небольшие физические нагрузки, чтобы быстро выводить вот эту алкоголь. Все-таки вот если взять праздник, да, накрыт стол, какие продукты питания должны быть, чтобы более-менее сбалансированно этот праздник отметить? Ну, Да и любое вообще мероприятие. У нас по пятницам любят часто сидеть. Так, чтобы был сбалансированный у нас меню, обязательно нужно значит, употреблять то, что производится в нашем регионе. Да? То есть это рыба наша, да, самая качественная, я считаю, и это мясо, мясопродукты, поменьше газированных алкогольных напитков. Так, ну и фрукты, овощи, конечно же, должны быть в рационе. Вот по поводу ферментов. Реклама на телевидении идет постоянно, там, мизим, да, там, потом препараты, которые изжогу убирают и так далее. Вот насколько употребление ферментов после бурного застолья помогает? И нужно ли ими увлекаться? Вот постоянный прием ферментов, конечно же, не рекомендуется, потому что постоянный прием ферментов уменьшает работу поджелудочной железы. То есть поджелудочная железа перестает сама вырабатывать вот эти вот ферменты. Поэтому каждодневный прием этих ферментов в течение года нежелателен, конечно. Но разовые приемы после вот таких вот перееданий, конечно же, рекомендуется, чтобы не было у нас обострений хронических панкреатитов и так далее. А как правильно подобрать дозировку? Дозировка, обычно идет минимальная дозировка, если с профилактической целью, и 3 раза в день, как бы в течение 2-3 дней можно как бы разово принимать ферменты. Вот самые такие опасные блюда, убийцы нашего желудочно-кишечного тракта, на ваш взгляд, это какие? Так, значит, самое опасное — это фастфуд. Фастфуд на первом месте, да. Это газированные напитки, Кока-Кола, которые несут в себе очень большое количество сахара. Тот же сок, допустим, да, натуральный пишется, он не натуральный, он тоже в большинстве случаев из сахара состоит. Также крепкие алкогольные напитки при ежедневном приеме. Ну и все продукты с консервантами и красителями. Вот по поводу заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вот на первом месте, что сейчас стоит в статистике в мире, в стране, может, в республике? Значит, на первом месте вот по республике Саха-Якутия это, конечно же, гастриты на первом месте, потому что у нас очень высокая контаминация хеликобактерной инфекции. На втором месте у нас циррозы печени. Циррозы печени — это наша беда, как бы, да, цирроз печени вообще это уже необратимый процесс, который ведет к летальному исходу. Поэтому, чтобы не развился цирроз печени, конечно, рекомендуется не злоупотреблять алкогольными напитками, это первое. Второе, это может быть лекарственного генеза, это парацетамол. Парацетамол тоже не рекомендуется более 2-3 дней принимать, да. И это БАДы. На третьем месте это БАДы, спортивное питание тоже могут приводить к циррозу печени. А вот если взять статистику по годам, изменилось ли
как-то? Может быть, каких-то заболеваний стало больше? Ну вот Последние годы. сейчас у нас идет рост смертности от цирроза печени. Это на первом месте, это наша как бы проблема, да, номер один. И на втором месте это жировой гепатоз. Вот жирового гепатоза у нас становится все больше и больше. Это связано с ожирением, с неправильным питанием, с переходом на углеводное питание, когда как наши предки, у них больше было белковое питание. А сейчас у нас быстрые углеводы везде, да, везде. Значит, фастфуд везде рекламируется, и поэтому у нас вот ожирение с жировым гепатозом вот большая наша проблема. А вот в плане вот белковой, углеводной пищи, жирной пищи, вот если взять, допустим, градацию, да, вот мы чуть-чуть затронули эту тему в начале беседы, но теперь хотелось бы в нее углубиться, исходя из вот статистики заболеваемости. Вот все-таки у предков была белковая пища. Это мясо, рыба. Вот в какой концентрации в общей массе блюд ее лучше употреблять? Потому что углеводы в любом случае нам нужны для энергии, для того, чтобы активно работать, и жиры, вот чтобы они все-таки у нас компенсировались в условиях нашей зимы. Допустим, наши предки, они питались только белком, да, получается, в течение дня. Никаких углеводов, ничего у них не было, муки не было. А сейчас у нас больше, конечно, углеводное питание. Поэтому я всегда рекомендую, чтобы на завтрак безуглеводная должна быть диета, то есть это белок и жиры. То есть это сметана, творог, это белки. И углеводы уже в обед. Ну, хлеб, да, допустим, хлеб тоже рекомендуется не больше 40-60 грамм в сутки. Ну и, конечно, вечером тоже желательно безуглеводное. Это мясо, рыба, овощи, фрукты. Вот так вот распределять как бы. А на чем готовить правильно? На каком масле? Можно ли его использовать? Или на пару? Ну вот считается, что на пару, конечно, здоровее, да, но если все равно можно жарить на маслах, то, что, которые у вас есть, ну, на растительном масле, если здоровый организм, никакого вреда это не несет. Возвращаясь к статистике, да, гастриты, цирроз печени, жировые гепатозы, они занимают определенную нишу и постепенно растут. Но вот по поводу гастрита. Все-таки какая основная причина появления гастрита, ну, с учетом Helicobacter pylori, и какая тактика поведения и пациента, и врача в случае общения с пациентом? Так, значит, ну, Helicobacter pylori — это у нас инфекция, которая передается через столовые приборы и через поцелуй. То есть, поэтому обязательно в первую очередь нужно определять эту инфекцию. Значит, инфекция определяется 3 методами. Это уреазный дыхательный тест, это иммуноферментный анализ и кал на Helicobacter. И при, значит, обнаружении хеликобактерной инфекции обязательно нужно лечить. Лечится антибиотиками. Для чего проводится вот это лечение? Для того, чтобы хеликобактерная инфекция при контаминации слизистой желудка, она с течением времени не вызывала рак желудка. Но рак желудка, она не возникает за один день, поэтому нужно всегда помнить об этой инфекции и проходить своевременно вот эти профилактические мероприятия, определение хеликобактерной инфекции, значит, прохождение фиброгастродуоденоскопии, и все будет отлично. А вот вы назвали 3 системы тестирования. Достаточно, чтобы хотя бы одна была положительная, или может быть, что 2 отрицательные, 1 положительная? Нет, это уже хотя бы одна, потому что хеликобактерной инфекции не должно быть, он должен быть отрицательный. То есть если хоть где-то положительная, значит, она Проходим присутствует. лечение. Хорошо. А вот по поводу изжоги. Очень часто поешь острое, там, тот же самый алкоголь и так далее. Реакция сразу у человека наступает. Рекомендуют различные антоциды. Вот насколько применимы эти средства и что нужно сделать, чтобы изжоги не было? Значит, антоциды мы назначаем, если изжога однократная, или двухкратная, трехкратная, но никоим образом не ежедневная. Если ежедневно изжога мучает вас, обязательно, опять же, проходим фиброгастродуоденоскопию и проходим тестирование на хеликобактерную инфекцию для определения причины вот этой изжоги.
Ну, во-первых, изжога может быть из-за контаминации, опять же, хеликобактерной инфекции. И второе, это может быть несостоятельность пищеводного отверстия, когда соляная кислота желудка выбрасывается в пищевод, и тогда вызывается неприятные ощущения, да, у пациента. Поэтому все это надо смотреть, обследовать и потом уже какие-то заключения проводить. А вот если все-таки хеликобактер отрицательный, все хорошо, а соляная кислота забрасывается. Ну, тогда Есть какая тактика можно действия? назначить вот эти антациды, которые, значит, употребляются только при изжоге. Ну а вот с пищеводным отверстием-то как быть? А если с пищеводным отверстием, там расширение более 3 сантиметров, здесь уже по степени определяем. Если 3-я и 4-я степень, то направляется на операцию гастрохирургом для коррекции пищеводного отверстия. То есть в данном случае уже никакие таблетки и Нет. антациды не помогут. Потому что это уже максимальное расширение, и нужно вот оперировать. Мгм. Сколько можно употреблять антацид времени? Так, значит, по времени, опять же, не больше 3-4 дней. Ну, если уж очень выраженная изжога была, переедание, да, то в течение недели можно принимать антациды. А вот если Бесполезно. препараты, например, тот же самый амипрозол, блокаторы протонного насоса, ну если уж совсем, да, на наш язык перенести, вот насколько их можно растягивать? Как Вот вы- ингибиторы протонной помпы, амипрозол, да, чаще всего используют, это уже устаревшие препараты, они первого класса, их долго нельзя принимать в течение больше 6 месяцев, так как там возникают побочные реакции, такие как гипокальциемия, остеопороз, вздутие живота, синдром раздраженного кишечника и так далее, и так далее. Поэтому больше 6 месяцев нельзя принимать Ну, ежедневно. а вот как быть тогда людям? Ну, Не помогает? в течение 10-15 дней можно принимать амипрозол. Ну, а если потом не помогает? Ну, тогда идти на обследование, Вот. обращаться к гастроэнтерологу. Вот и хотелось бы сразу к этому подвести. Вот в каком случае необходимо обращаться уже к специалисту? Значит, первое — это боли в эпигастральной области, это периодическая изжога, не снимающаяся ни ингибиторами протонной помпы, ни антацидами. Ну и это тошнота, рвота, жидкий стул. То есть здесь симптомов очень много, потому что желудочно-кишечный тракт включает очень большое количество органов. Это же пищевод, желудок, печень, поджелудочная железа, желчные протоки, это кишечник. Поэтому симптомов может быть очень-очень большое количество. Ну вот давно известно, если один орган в ЖКТ страдает, то последствия сказываются на всем пищеварительном тракте. А вот насколько это доказанный факт и как быть, если вот один из органов страдает? Ну, допустим, если произошло сгущение желчи, да, сгущение желчи, у нас желчный пузырь связан с желчными протоками, которые соединяются с протоками поджелудочной железы. Поэтому вот сгущение желчи вызывает воспаление поджелудочной железы. Поэтому в организме все взаимосвязано. Если, значит, какой-то орган у нас, допустим, хромает, то, конечно, потом уже это может сказаться и на остальных. Мгм. Вот по поводу синдрома раздраженного кишечника. Очень часто в последнее время слышу эту аббревиатуру СРК. Все-таки ее симптоматика какая? Значит, синдром раздраженного кишечника — это заболевание, которое характеризуется повышенной возбудимостью, то есть появляются боли в области живота. Считается, что кишечник является у нас вторым мозгом и имеется прямая связь кишечник-головной мозг. Поэтому при СРК возникают в первую очередь такие симптомы, как бессонница, головные боли, раздражительность. Поэтому нужно избавляться от этих симптомов и потом уже обращаться к гастроэнтерологу. Мгм. А вот по поводу такого заболевания, как панкреатит, оно серьезное, чаще всего может привести, в случае, если запущено еще и к панкреонекрозу, а там летальность очень высокая заболевание. Вот чем характерно это заболевание? Значит, острый панкреонекроз, значит, 90% случаев — это злоупотребление алкоголем.
который вызывает некроз клеток поджелудочной железы и приводит к летальному исходу. Поэтому, чтобы у вас не было острого панкреонекроза, нужно ограничить злоупотребление алкоголем, то есть ежедневный прием более 200 мл вот этих крепких алкогольных напитков. А вот что из себя представляет панкреонекроз? Что это за заболевание? Значит, панкреонекроз — это гибель значит, клеток поджелудочной железы, которая приводит к самоотравлению организма, воспалительным реакциям всего желудочно-кишечного тракта, ну и затем наступает летальный исход. Лечение какое? Лечение оперативное. Значит, больного направляем в РБ номер 2 на хирургическое лечение. Если, конечно, успевает пациент, то полностью удаляется орган. А вот как быть тогда, если без поджелудочной железы, как человек живет? Ну, там в зависимости от участков некроза, там уже хирурги будут решать. То есть риски всегда есть? Да, риски всегда есть. А если обычный панкреатит? Вот, у меня панкреатит. Вот так же любят говорить. На УЗИ увидели, панкреатит. Ну, обычный панкреатит, он же опять же на пустом месте не возникает. Это, опять же, постоянные переедания, также злоупотребление алкогольными напитками. Обязательно обострение тоже надо лечить. Лечится она стационарно в гастроэнтерологическом отделении. Еще одно заболевание, которое люди испытывают, тем более сейчас я тоже наблюдаю, что это частая проблема, потому как люди обращаются, это вздутие живота или метеоризм. Понятно, бурлит, давит, газы выходят, некомфортно, человек себя чувствует очень из-за этого в дискомфорте. Вот причины возникновения метеоризма и каким образом врачи помогают людям избавиться от этого? Значит, метеоризм, вздутие живота — это синдром избыточного бактериального роста. Значит, причины какие? Первое — это, опять же, антибиотики. После антибиотиков, значит, развивается дисбактериоз кишечника, поэтому обязательно нужно принимать пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника, и избавляться от ненужных бактерий. То есть вот эти бактерии, которые ненужные, да, в нашем кишечнике, они начинают усиленно выделять газ. И поэтому вот появляются вот такие симптомы, как метеоризм, вздутие живота, и тоже назначаются определенные препараты для коррекции микрофлоры кишечника. Запах изо рта. Это можно отнести к проблеме ЖКТ или нет? Ну, запах изо рта — это не только проблема желудочно-кишечного тракта. Здесь нужно проходить и полное обследование у стоматолога, у лор-врача и, конечно же, у гастроэнтеролога, чтобы выяснить причину вот этого запаха изо рта. Это может быть и проблема с зубами, и проблема с аденоидами и так далее, и так далее. Вот как разделить запах? Ну, допустим, нас всегда же учили на запах ацетона. Ага, тут проблема есть с сахарным, значит, диабетом. Там. Вот каким образом по запаху можно определить? Ну, если уж совсем гнилостный запах идет, то это, конечно, желудочно-кишечный тракт нужно будет обследовать в первую очередь, конечно же. Вот сейчас очень популярно, и люди проходят и обучение, и сами обращаются к нутрициологам. Потом новое слово появилось — биохакинг. Вот насколько это, на ваш взгляд, как специалиста-гастроэнтеролога, полезно обращаться к этим специалистам? Какую они пользу приносят и что необходимо проверять у них? Наличие каких-то дипломов или сертификатов? Так, ну сейчас тоже я вот наблюдаю, что стало очень много нутрициологов, которые прошли обычные курсы, там, одномесячные, двухмесячные, и стали все нутрициологами, да? И все начали усиленно лечить пациентов от тех или иных заболеваний. Конечно, в первую очередь нужно смотреть диплом специалиста. Специалист должен быть с высшим медицинским образованием, а также у специалиста должна быть клиническая ординатура по своей специальности. Так? И, во-вторых, они должны работать в лицензированных медицинских учреждениях, то есть не как блогеры, да, у себя дома,
а в специализированных медицинских учреждениях, которые тоже имеют свою лицензию, сертификаты и так далее. Сертификат качества должно быть у каждого специалиста. Вот как к вам, как к специалисту, обращаются чаще всего с какими проблемами? Как гастроэнтеролог? Вот можно ли описать портрет пациента-гастроэнтеролога? Ну, Возраст, проблемы. возраст — это 35-45 лет, это с лишним весом, которого беспокоит вздутие, метеоризм. А на УЗИ органов брюшной полости там уже гепатоспленомегалия идет, да, увеличение печени, который злоупотребляет или алкогольными напитками, или энергетиками, и, значит, у них хроническое переедание. Вот лицо наших современных пациентов. Вот, кстати, по поводу ожирения. Ведь вот у современных подростков, например, это действительно становится проблемой. Если раньше встретить подростка там, достаточно крупного, это было более редкое явление, то сейчас, мне кажется, там каждый второй, третий уже это испытывает. Что делать? Так, ну это уже надо с самого младшего детского возраста избегать продуктов, сладостей. Особенно под Новый год, да, начинаем все дарить подарки, и ребенок ежедневно начинает вот злоупотреблять сладкими вот этими конфетами, шоколадами. Все это откладывается как бы, да, в организме, и постепенно, со временем, все это аккумулируется и может привести к сахарному диабету второго типа, что и наблюдается сейчас. Да. И потом вот это вот фастфуд, быстрое питание, еда на ходу, все это тоже приводит к ожирению. Ну и, наверное, в завершении нашей беседы совет от вас, как от гастроэнтеролога, по правильному рациону и в случае необходимости, куда необходимо обратиться. Так, значит, перед всеми праздниками я рекомендую, значит, запастись препаратами, энтеросорбентами для очищения организма, да, ферментами, и с таблетками, которые необходимы при ваших хронических заболеваниях. Ну и второе, как бы ваш рацион питания должен составлять из натуральных продуктов, которые производят наши местные производители. Да? Это рыба, мясо, вот, овощи. Все это должно быть местное, натуральное. Молоко, творог, сливки, масло, все натуральное. Тогда никаких проблем не будет с историями. Спасибо большое, Надежда Владимировна, что подошли к нам вечером в эту студию. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы беседовали с кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры факультетской терапии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, Надежды Владимировны Аввакумовой. И говорили мы о проблемах желудочно-кишечного тракта. Так как Надежда Владимировна является врачом-гастроэнтерологом, то, понятно, все вопросы, которые связаны с нашим ЖКТ, находятся в ведении именно этих специалистов. У нас пятницы, субботы, к сожалению, проходят всегда с бурными застольями, с возлияниями. И понятно, что за последнее время статистика очень сильно изменилась. Больше стало гастритов. К сожалению, растет цирроз печени. А цирроз печени — это заболевание, которое, к сожалению, тоже приводит к летальному исходу. И поэтому мы стараемся сделать все возможное, специалисты, медицинская общественность, для того, чтобы снизить количество риска для людей. Как его снизить? Вот как раз об этом мы и говорили со специалистом. Поэтому берегите себя перед праздниками, не переедайте, сохраняйте баланс между белками, углеводами и жирами, и тогда у вас не будет повода обращаться к гастроэнтерологу. Берегите себя, всего вам самого доброго. Смотрите нас по будням в 19:15. С вами был Иван Луцкан и программа «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Всего вам самого доброго и, конечно же, здоровья. До свидания.